Здравствуйте, уважаемые учителя! Меня зовут Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович. Сегодня я хотел бы представить вам презентацию на тему информационные технологии в образовании. Как известно, Кыргызстан взял курс на цифровизацию всей деятельности, и подтверждением этого является объявление президентом Кыргызской Республики 2019 года годом развития регионов и цифровизации страны, а 2020 год годом развития регионов, цифровизации и поддержки детей. Конечно же, мы давно уже начали процесс цифровизации всех сфер человеческой деятельности, но сегодняшние события, происходящие в мире, потребовали от нас реального его воплощения и в системе образования. Весь мир давно уже говорит о нововведениях в систему образования, о внедрении новых методик в процесс обучения с использованием информационных технологий. О преимуществах использования информационных технологий как для учащихся, так и учителей всем известно. Отмечу одно из основных. Подготовка учителями учебных материалов и изучение их учащимися в любое время, в любом месте и с помощью любого девайса, сотового телефона, планшета, ноутбука или компьютера. Основные тренды использования информационных технологий в учебном процессе на сегодняшний день – это мобильное обучение, обучение с использованием видео, обучение при помощи социальных сетей. И мы видим, что это все то, что используют наши ученики и уже активно начали использовать учителя. Раньше учителям системы образования задавали вопрос: если вы не общаетесь со своими студентами на одном языке, то как вы их учите? И относилось это к использованию информационных технологий. Сегодня уже пора задавать следующий вопрос: что и как использовать? Перед выбором соответствующей программы вам необходимо прояснить для себя некоторые детали. Каким девайсом владеют ваши ученики? Компьютер, ноутбук или планшет или смартфон? Есть ли непрерывный доступ к интернету? Какие социальные сети в основном используют учащиеся? И в зависимости от этого организовать обучение на расстоянии, используя асинхронную или синхронную связь. Асинхронная связь – это когда вы отправляете сообщение, не ожидая немедленного ответа. Учащиеся отвечают, когда у них есть время, когда у них есть доступ к интернету. Что касается синхронной связи, то это когда вы отправляете сообщение, а получатель сразу его читает и немедленно отвечает. Это мы называем живым общением. При общении с учителями, родителями и учащимися было понятно, что есть ряд проблем в использовании синхронного обучения. И вот мы как раз выделили ряд проблем. Это отсутствие постоянного подключения к интернету, малая скорость интернета, возможное отключение света, занятость общего девайса другими представителями семьи и так далее. Поэтому рекомендуется использование программ асинхронной связи. Мы видим, что на сегодняшний день существует огромное количество программ, которые можно использовать в учебном процессе. Но при этом главное понять и определить для себя, какие программы надо использовать на уроке в присутствии учителя и какие программы могут быть использованы онлайн или дистанционно. Во многих школах во время учебного процесса используются интерактивные доски со своими программами, которые уже загружены в них, а также используются программы Kahoot, в смартфонах учеников для проверки знаний учащихся. И с этим все понятно. Но наша задача определить тот минимум программ, который необходим при обучении с использованием дистанционных технологий. Многие программы могут быть загружены в компьютер, планшет, ноутбук через браузеры, которые представлены на экране. Эти браузеры вы все, конечно, видели, все используете. А что такое браузер? Это программа для просмотра содержимого веб-страниц. И обязательное наличие следующих программ, которые должны быть загружены через App Store, Play Market, это через ваши смартфоны. И мы считаем, что вот эти вот, сейчас будут перечислены ряд программ, они необходимы для
использования в учебном процессе. Это Microsoft PowerPoint, программа для создания презентаций, Word, текстовый редактор для работы с текстом, Excel, табличный редактор для работы с числами, анализа данных и построения диаграмм. А также WhatsApp, Telegram – это популярные системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. И мне кажется, нет ни одного ученика, ни одного учителя, который не использует эти программы, да? Потому что они позволяют пересылать текстовые сообщения, изображения, видео, аудио и электронные документы. Программа Kahoot представляет собой игровую обучающую платформу, которая используется в качестве образовательной технологии. Kahoot может использоваться для итоговой проверки знаний учащихся и для формативного оценивания. Компания Google предоставляет большой выбор услуг для использования в учебном процессе, как синхронном, так и асинхронном, групповое создание презентаций, текстовых материалов, опросников и так далее. Google Class – это бесплатный сервис для учебных заведений и пользователей личных аккаунтов Google. В нем можно создавать курсы, а также назначать и проверять задания. Он экономит время, упрощает организацию асинхронного общения с учащимися. Ну и здесь мы выделили ряд рекомендаций, которые могут быть полезны нашим учителям. Необходимо освоить использование одной или двух программ и использовать их. Не надо метаться от одной программы к другой. Достаточно использовать одну-две программы. Необходимо давать определенное количество информации, то есть нам надо дозировать информацию, не загружать учащихся, чтобы наши родители не говорили, что мы отыгрываемся на учащихся. Необходимо учитывать продолжительность непрерывного использования девайсов и интернета, то есть учитывать какие-то санитарные нормы по использованию электронных девайсов. А также одно из основных – это затруднения по техническим причинам не должны влиять на оценивание знания учащихся. Ну и где мы будем учиться использованию всех программ? На сегодняшний день все видеоролики по обучению и использованию различных программ размещаются в YouTube, и это очень удобно. Достаточно написать в строке поиска требуемый запрос, чтобы вам предоставили то, что вы ищете. А также на сегодняшний день широко практикуется проведение онлайн-вебинаров, которые можно потом смотреть и в записи. Но как бы там ни было, выбор за вами, выбор программ и использование принадлежит индивидуально учителю, поэтому, наверное, повторюсь, что не надо метаться от одной программы к другой, а необходимо выбрать одну или две программы и совершенствоваться в их использовании. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание и всего вам самого наилучшего.